О самых заметных событиях пятницы, 29 апреля, вы узнаете из материалов наших корреспондентов. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Вот основные темы. И они продолжили творение мира. Масштабную поэму-мистерию представили к юбилею ЕССР. Покажем первые впечатления. Широкий ассортимент качественных, полезных и вкусных молочных продуктов. Как Гормолзавод продолжает производство в условиях санкций. Пять этажей для здоровой улыбки. Обновленный стоматологический центр Якутска открыли сегодня. Завтра профессиональный праздник отметит пожарная охрана, а сегодня чествовали ветеранов противопожарной службы. И настоящая кузница патриотов. Якутская кадетская школа-интернат начинает набор юношей на новый учебный год. Буквально только что завершилась прямая трансляция поэмы «Мистерии», и они продолжили творение мира. Постановку посвятили празднованию столетия ЯССР. Это первый театральный проект, в котором заняты все учреждения культуры столицы и детские юношеские танцевальные ансамбли. В массовом шоу выступили более 1700 человек. С нами на прямую связь выходит наш корреспондент Саргалана Неустроева и готова поделиться первыми впечатлениями. Саргалана, приветствую, тебе слово. Приветствую, Сергей. Что ж, постановка, представленная сегодня в «Триумфе», действительно потрясает своим размахом, общей композицией и смыслом, который авторы проекта внесли в этот проект. Хотелось бы отметить, что помимо телезрителей данную постановку могли наблюдать и приглашенные зрители. Это представители районов республики, общественных организаций, ветераны Великой Отечественной войны, труда и тыла, представители правительства Республики Саха-Якутия. И само мероприятие началось с торжественного выноса трех флагов Республики Саха-Якутия, Российской Федерации и Якутской АССР. Также с приветственным словом выступили первые лица правительства. Это глава республики Айсен Сергеевич Николаев и первый президент республики Михаил Ефимович Николаев. Они, кроме того, что поздравили всех жителей республики, гостей столицы и зрителей театрализованного представления с наступившим столетием Якутской АССР, также упомянули и дальнейшие планы развития республики, в том числе и освоение и совершенствование логистических цепей на восток, строительство и открытие портов в арктической зоне и строительство железной дороги по пути Нижний Бестях-Магадан. Ну а закончилось все представление торжественным вручением главы республики капсулы времени, в которую вложили наш традиционный национальный инструмент хамос. Было сказано, что построят статую, возведут статую Элею Ботуру на вершине горы Чучур-Муран. Элей Ботур будет держать в руках эту капсулу, и она останется наследием для наших потомков. Ну а мы перед тем, как мероприятие началось, походили по «Триумфу». Здесь была представлена также и выставка. И опросили гостей и зрителей данной постановки о том, что для них значит посещение подобного масштабного мероприятия. Предлагаю послушать. Это честь присутствовать на таком мероприятии здесь. Отрадно, что в этом году у нашего земляка Максима Кировича Мусова исполняется 125 лет, и отрадно, что это совпало с юбилеем нашей автономии. 100 лет один раз в таком мероприятии быть, это же гордость. Хотелось бы отметить, что несмотря на такое название, да, и они продолжили сотворение мира,
такое пафосное, возвышенное. Все равно было очень заметно, что авторы вложили в это какой-то свой некий, возможно, очень очень личный мотив. Очень много было моментов, которые наверняка запомнятся зрителям, подробнее о которых мы расскажем уже завтра. Но к этому часу у меня все, Сергей. Саргалана, спасибо. Действительно, это было очень яркое юбилейное шоу, и оно надолго запомнится якутянам. А чуть ранее сегодня Айсен Николаев провел рабочую встречу с заместителем председателя Совета Федерации Константином Косачевым. Вице-спикер поздравил главу и жителей республики с юбилеем якутской автономии. Айсен Николаев, в свою очередь, выразил благодарность за поддержку, которую оказывает Совет Федерации проектам Якутии. На встрече обсуждали задачи социально-экономического развития региона в ближайшие годы. Константин Косачев напомнил, что на федеральном уровне принято 5 пакетов антикризисных мер и отметил, что в республике своевременно разработан и успешно реализуется план поддержки экономики и населения. Кроме того, из 28 предложений, направленных Якутии в адрес федеральных властей, 21 взято в работу. Вероятность их реализации достаточно высока. Отдельно вице-спикер остановился на поддержке волонтерского движения. Очень здорово, что наше волонтерское движение, что называется, не ждало никаких инструкций сверху, самоорганизовалось и пошло вперед. Искренние слова благодарности всем тем, кто в этом участвует, в том числе и здесь, в Республике Саха-Якутия. С другой стороны, совершенно очевидно, что подобного рода инициативы, с учетом масштаба происходящего, не могут развиваться в безвоздушном пространстве без внешней поддержки, в том числе со стороны государства. Здесь нужно обязательно искать золотую середину, здесь нужно уходить от заорганизованности, от забюрократизированности, от каких-то излишних контрольных процедур. Но внимание со стороны государства, стимулирование этой волонтерской деятельности через, предоставление определенных льгот, логистические услуги, все то, что люди не могут сделать, что называется, на своем уровне, должно брать на себя государство. И найти в этом процессе золотую середину – это, наверное, задача нас, политиков, и этим мы активнейшим образом занимаемся и в Совете Федерации, и в Государственной Думе. Также Айсен Николаев встретился с депутатами Госдумы от нашего региона Галиной Данчиковой, Федотом Тумусовым, Сарданой Авксентьевой и Юрием Григорьевым. Глава поздравил парламентариев с юбилеем, отметив: очень важно, что депутаты, независимо от политических воззрений, находят возможность для совместных действий. Айсен Николаев выразил благодарность за работу по защите интересов Якутии. На встрече обсуждали совместную инициативу депутатов от республики о внесении изменений в Лесной кодекс России по защите лесов. Рассмотрены вопросы формирования федерального бюджета на трехлетний период с точки зрения участия Якутии в госпрограммах и нацпроектах. Уделили внимание и вопросам развития сельского хозяйства и промышленности. Самый главный успех нашей республики в том, что мы сегодня уже видим, что качество жизни населения, жителей нашей республики серьезно изменилось. И, в принципе, считаю, что те достижения в экономике, и в социальной сфере, это сегодня надо продолжать. Конечно, я считаю, что наш успех нашей республики во многом зависит от развития нашей промышленности и продвижения ее вперед и на экспорт. И в этом случае, конечно же, республика будет развиваться и дальше продолжать оставаться лидером и на Дальнем Востоке, и в целом в Российской Федерации. Я хочу пожелать жителям нашей республики, жителям всей нашей республики родной, чтобы на самом деле реально наши люди увидели именно, что качество жизни людей меняется, и что мы с вами через 100 лет увидим в другом измерении нашу родную республику. А в Госсобрании Илтумен народных депутатов разных созывов пригласили на торжественное собрание, посвященное юбилею республики. Обращаясь к собравшимся, Айсен Николаев отметил: в новых реалиях важно идти дальше и выстраивать новые целевые ориентиры. Считаю крайне важным опережающее планирование новых подходов в реальном секторе экономики. Кроме того, укрепление общественной стабильности, сплоченность и единство являются важнейшими задачами, подчеркнул глава региона.
Ну, 90-й созыв считается легендарным, поскольку в этот созыв принял закон о государственном суверенитете. Также был принят закон о президенте республики, был принят закон о разграничении собственности между субъектом и Российской Федерацией с центральной властью. Столетие образования Якутской автономной Советской Социалистической Республики сегодня очень большой праздник. Но мы не должны сказать, что это кто-то нас призвал, мы здесь гостя у кого-то. Это поскольку здесь все население, и все депутаты всех уровней, и весь актив республики плодотворно работали, это наш общий праздник. Я хотел бы сегодня поздравить этим праздником всех наших слоев населения, а также поздравить тех депутатов, которые работали, благодарны тем депутатам, которые сегодня являются, наставниками новых депутатов, и сегодня они тоже находятся в строю. К другим темам. Подвижки льда на реке Лени фиксируют у иркутского города Усть-Кут. Закраины 10%, сообщили представители МЧС. Кромка льда на реке за 3 дня продвинулась на 40 километров и достигла участка в 70 километрах ниже села Качук в районе Тюменцева. Ледоход при этом отсутствует. По информации Якутского гидрометцентра, вскрытие Лены у поселка Витим в Ленском районе ожидается в пределах средних значений с 4 по 6 мая. Разнообразный ассортимент качественных, полезных и вкусных молочных и кисломолочных продуктов для жителей Якутии. Именно такую задачу поставил перед собой коллектив Якутского гормолзавода. Как предприятие продолжает работать в современных экономических условиях, узнавал мой коллега Иван Лазаренко. Продукция «Молочный дождик» уже давно пользуется популярностью у жителей столицы и близлежащих районов. Якутский гормолзавод – это почти столетняя история развития производства важнейших продуктов питания в суровых условиях Севера. Безусловно, в той или иной мере экономические санкции отразились на работе и этого предприятия. Однако на текущий момент ситуация выравнивается. Положение более-менее нормализируется. Понятно было, непонятно первые недели. Сейчас, в общем-то, уже начали образовываться товаропроводимые цепочки, логистические цепочки. И на данный момент особых каких-то трудностей, или каких-то кардинальных переживаний мы не испытываем. Выполняем свое дело, делаем свою работу. Вопросы с основным нашим сырьем, упаковкой отработаны почти на 100%. Перебоев с поставками и производством мы не ожидаем, не планируем. А это значит, что жители не только Якутска и близлежащих районов, но и населенных пунктов арктической зоны, куда продукция гормолзавода поставляется по договору с Якутопторгом, всегда смогут найти на прилавках магазинов натуральную и свежую продукцию. В день производим по заявке отдела сбыта порядка 40 до 60 тонн бывает в день. По заявке только работаем. Я бы сказала, что вся продукция у нас качество отличное. Все свежее, из натурального молока льем питьевое молоко. Сейчас, потом будем с мая делать уже сыр. Все из натурального молока будет сыр наш. Даже несмотря на то, что в производстве используется в том числе оборудование импортного производства, техническое обслуживание которого стало более затратным, это никак не отразится как на качестве выпускаемой продукции, так и на ее доступности. На самом деле импортная составляющая как была, так она и остается, просто поменялась немножко логистическая цепочка. И, в принципе, все те же самые запчасти на шведские машины «Тетрапак» мы получаем теперь через Стамбул, а не напрямую в Россию. Все фирмы, все контрагенты, конечно, закладывают курсовую разницу, курсовые риски, и поэтому цена пока достаточно на высоком уровне находится. Но мы складываем свою себестоимость и в этом году не планируем повышения цены. Более того, даже в такое непростое время столичный гормолзавод ставит перед собой самые смелые планы по расширению присутствия на рынке молочных продуктов нашей республики. Внутри республики у нас очень большое отчаяние есть. Мы хотим добежать до Нерюнгри, добежать до Алдана. Это города с более-менее крупным населением. Это разные абсолютно рынки. Одно дело продукт, который выпускает завод, другое дело продукт, который выпускает частник, Это абсолютно, скажем так, разные сегменты, и конкуренции здесь абсолютно никакой нет. Иван Лазаренко, Дьюлус Иннокентьев, Якутск.
Обновленный стоматологический центр Якутска открыли сегодня. А теперь он находится по улице Свердлова, 3/2. В этом значимом мероприятии принял участие заместитель министра здравоохранения России Евгений Камкин. Кристина Якупова расскажет, чем оснащена стоматология и какая помощь теперь доступна населению республики. Важно следить за здоровьем зубов, важно профилактировать развитие различных заболеваний. Поэтому открытие такого современного центра, я считаю, что это значимое для республики, для города. Мы сегодня посмотрели, действительно полностью оборудованное современное здание. Переезд в новое пятиэтажное здание даст возможность расширить доступность и повысить качество оказания стоматологической помощи всему населению столицы и региона. Значительно увеличилась площадь и рабочие места. В центре размещается 51 стоматологическая установка. Помощь оказывается как взрослому, так и детскому населению. Сейчас мы в едином центре все вместе. И детская служба, взрослая служба. Здесь же ортопедическое отделение, то есть протезирование зубов. Здесь мы организовали большой центральный стерилизационный блок, где идет стерилизация всего медицинского оборудования. Так, большая зуботехническая лаборатория, где производятся все виды ортопедических работ. В хирургическом блоке мы впервые сейчас развернули дневной стационар как в детском отделении, так и во взрослом. На приобретение медицинского оборудования Министерством здравоохранения республики было выделено более 37 миллионов рублей. На эти средства, кроме стоматологических установок, закуплена современная необходимая техника. Кабинеты обставлены специальной модульной медицинской мебелью для удобства работы персонала. В общем, имеется все необходимое, чтобы обеспечить население республики доступной, профессиональной, эффективной, безопасной лечебно-профилактической стоматологической помощью. Отмечу, что попасть на прием можно по предварительной записи через госуслуги. Кристина Якупова, Артем Алексеев, Якутск. Ну а уже завтра, 30 апреля, в Якутии откроют долгожданный республиканский кардиологический диспансер. Сердечно-сосудистые заболевания по-прежнему остаются основной причиной смертности в России и в мире. Поэтому якутяне давно ожидают открытия нового кардиососудистого центра. Мероприятие посетят министр здравоохранения России Михаил Мурашко, а также известные кардиологи, неврологи, терапевты, специалисты в области профилактической медицины, организаторы здравоохранения ведущих медицинских клиник страны. Также завтра свой профессиональный праздник отметит одна из самых жизненно необходимых служб быстрого реагирования – пожарная охрана. В канун праздника сотрудники регионального управления МЧС России возложили цветы к барельефу Валерия Погодина. Он занимал должность начальника управления пожарной охраны Якутии в период с 1960 по 1994 годы. В церемонии приняли участие начальник главного управления МЧС России по Якутии Павел Гарин и ветераны пожарной охраны региона. Кроме того, сегодня открыли постамент пожарного автомобиля. Его установили перед зданием 5-го пожарно-спасательного отряда в Якутске. В завершении весь личный состав главного управления МЧС построился перед зданием специальной спасательной части для чествования ветеранов пожарной охраны. Мы и правительство республики способствуем развитию этой составляющей для того, чтобы у нас были прикрыты все населенные пункты. Поэтому способствуем этому однозначно. В рамках предыдущего года мы получили новую технику с федерального уровня. В этом году республиканская составляющая значительно приумножила на 30 единиц пожарную свою технику. Это способствует тому, что мы можем заменять вышедшую из строя, либо морально уже устаревшую, выработавшую свой ресурс. А те, которые из нее уже еще пригодна к эксплуатации, как раз таки мы комплектуем добровольные пожарные команды, чтобы у них была на вооружении техника. А в Алекминске к профессиональному празднику пожарных отряд государственной противопожарной службы номер 28 организовал открытый урок для учеников средней школы. Занятие посетила Елена Фаст. Его подтягиваешь за эти, под себя маленький. Вот такой урок запомнится ребятам надолго. Еще бы. По времени, как обычно, а по усваиваемости и по впечатлениям пролетел мгновенно. Такие встречи проводятся часто. Эту приурочили к профессиональному празднику.
преддверии профессионального праздника пожарной охраны России 373-й годовщины по профилю профориентации. И вторым, как говорится, пунктом нашей встречи было рассказать ребятам о первичных правилах пожарной безопасности. Хорошая физическая подготовка пожарному необходима. Неспроста урок, кроме познавательного, носил еще и профориентационный характер. Матвей достаточно серьезно задумался о будущем. На все 10 баллов мне очень понравилось. И в дальнейшем я буду думать, хочу я или не хочу поступить в это дело. А вообще ЧСовская школа привлекает? Да, этот урок очень сильно привлекло, и у меня повысился интерес к этому виду. Сегодня, как примере в форму, достаточно тяжелое мундирование. Какие были ощущения? Ощущения нормальные. На память ребятам зашло, а это главная задача. На самом деле очень такой необычный. Такого урока у нас вообще не было. Было впервые. И было очень интересно, познавательно. Но ты сегодня примерила форму. Какие ощущения? Было тяжело, я думаю, как для девочки, потому что форма тяжелая. Профессиональный праздник часть встретит с хорошими результатами. В этом году нам довелось снизить количество пожаров значительно, также не допустить гибель и травмы пожара. Также, в принципе, мы в этом году провели неплохую работу по обеспечению пожарными извещателями жилые дома. Хотелось бы поздравить коллег всех с наступающим праздником пожарной охраны. И, как у нас говорят, больше сухих рукавов. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекинск. 200 якутских учащихся стали членами Малой академии наук. Ежегодно в академии обновляют списки. Как правило, это происходит на форуме «Будущие интеллектуальные лидеры». Данный форум собирает лучших учащихся республики, имеющих достижения в научно-исследовательской, проектной и олимпиадной деятельности. Для ребят проводят интеллектуальные игры, дискуссии, параллельно идут собеседования для соискателей в членство Малой академии наук. Так, в заключительный день форума участникам, прошедшим конкурсный отбор, в торжественной обстановке вручают удостоверения действительных членов и членов-корреспондентов. Программа за эти 3 дня была безумно насыщенной. Мы огромное количество различных мероприятий посетили, было безумно интересно. Сюда приходили различные ребята, которые до этого были членами Малой академии наук, а уже являются различными учеными. Они нам очень много интересных рассказывали информации, да, и про нейротехнологии, и про биоинженерию. Было безумно интересно. Ну и сегодняшний день у нас начал ученый из-за рубежа. Он также рассказал нам немножко про работу с птицами в нашей республике. Тоже было безумно интересно. Вчера у нас была дискотека, мы повеселились с ребятами, познакомились. Это, конечно, очень круто. Очень. Настоящая кузница патриотов. Сотни мальчишек со всей Якутии и даже из-за ее пределов мечтают учиться в кадетской школе-интернате. Надеть форму и с юного возраста прочувствовать на себе все аспекты профессии, родину защищать. Но далеко не каждый желающий может стать кадетом. Александр Хавренко о серьезных испытаниях. В России служба в вооруженных силах всегда была почетной и престижной. Люди в военной форме, как никто другой, знают значение слов «патриотизм» и «любовь к родине». Особенно, если эти чувства воспитываются с молодых ногтей. Настоящей кузницей патриотов является якутская кадетская школа-интернат. Сотни мальчишек со всей Якутии и даже из-за ее пределов мечтают надеть кадетскую форму и с подросткового возраста почувствовать на себе все аспекты профессии, родину защищать. Но далеко не каждый желающий может стать кадетом. Прежде чем поступить в школу, соискатели ждут серьезные испытания. Чтобы к нам в школу поступить, нужно сдать экзамены по русскому языку. Это, как правило, диктант, математика, тестирование и обязательно физическая подготовка. На физподготовку входит кросс на 1 километр и бег на 100 метров, подтягивание, прыжки с места. Плюс психологическое тестирование проходит. И живут по распорядку, по армейскому. Подъем 6:30. Далее утренний развод, завтрак, утренний осмотр и по распорядку экзамены, консультации, плюс строевая подготовка, как же без этого, физподготовка. Помимо знаний школьной программы и физической выносливости, немаловажную роль играет и здоровье будущего кадета. Ему в школе уделяют особое, пристальное внимание.
Требования к поступлению у нас, медицинских документов очень много. Перечень документов у нас все на сайте висит. Это вот начиная со справки поступающего 086, ну и отдельные справки, в том числе и необходимо принести и медицинскую книжку, школьную медицинскую книжку и табель за прошлый учебный год. Значит, сбор документов уже осуществляем, и курс молодого бойца у нас пройдет с 20 августа. После поступления в школу кадеты живут на территории расположения на полном обеспечении. Обмундирование, питание, жилищные условия. В субботу, после последнего урока, городские ребята могут уехать домой на все выходные и вернуться в расположение к первому уроку понедельника. 5 лет назад кадет Тимур Копняев справился со всеми испытаниями, и вот сегодня он уже готовится к выпускным экзаменам. Эти 5 лет прошли для меня как что-то новое. В данный момент, как выпускник, сдаю единый государственный экзамен. В Якутской кадетской школе-интернат единый государственный экзамен, подготовка к нему идет очень хорошо, отлично. В будущем я хочу стать МЧСником. Для этого мне нужны предметы математика, русский и физика. К ним я усердно готовлюсь, чтобы исполнить свою мечту. Костя Пшенников отучился первый год. По признанию кадета, на испытаниях было сложно сдать историю и физическую подготовку, но за время учебы он подтянул свое физическое состояние и сейчас прошел бы экзамен по физподготовке с легкостью. Моя мама нашла объявление об этом, то, что набирают учащиеся в кадетскую школу. Ну и вот меня заинтересовало это место. Самое сложное для меня было при поступлении, это, конечно, история, так как я ее мало всего понимаю, но с трудом мне получилось сюда поступить. Поступить сюда для своего интереса, для того, чтобы подтянуть свою физическую подготовку, быть в мероприятиях, участвовать в всяких конкурсах и так далее. Очень многие из кадетов планируют после окончания школы не прощаться с формой, а сменить кадетские погоны на погоны МВД, МЧС, военных училищ и институтов. Одним словом, продолжать постигать азы профессии, родину защищать. Александр Хавренко, Григорий Охлопков, Якутск. Таким наши корреспонденты увидели уходящий день. Всего доброго и удачных вам праздничных выходных.